Турнир по масс-рестлингу провели в селе Кочекадзе Хангаласского улуса. Соревнования посвятили местному легендарному силачу и богатырю. На мероприятие съехали сильнейшие спортсмены, а за их баталиями следила Виолетта Засимова. Якутский богатырь Бестях Бачох, или по-русски пятилетний Бачох, жил 200-250 лет назад на территории современного кочекадского наслега. Силач имел небольшой рост, но могучие руки, доходящие до голени. Известно, что он мог запросто играться камнем весом около полутонны, который сейчас заложен в Кочекадцах в качестве памятника. Приблизительный портрет богатыря, держащего тот самый камень, сумел написать местный житель Владимир Амосов. Он также хорошо знает историю проведения турнира в честь Бестях Бачох. Турнир-то проводится, не знаю, какой раз, но где-то в 94-м или 95-м впервые проводилось в Покровске. Но второй турнир тут в Кочекадзе проводился. И почти каждый год был. Ну, потом в связи с пандемией там и всякими передрягами там остался забвение, то, как говорится. И возобновили вот этот турнир. На нынешний турнир прибыли со всех уголков республики более 70 масс-рестлеров. Мужчины, женщины и мужчины-ветераны. Состав участников был впечатляющий. К примеру, среди женщин за главный приз категории до 65 килограммов приехала бороться двукратная чемпионка мира, победитель Кубка мира, четырехкратная чемпионка России по масс-рестлингу Марина Федоренко. У меня сегодня день рождения, и заодно я решила таким образом его отметить, как встретить единомышленников, пообщаться. Лучшее времяпровождение, по-моему. Тем более лето, классная погода, красивая местность. Первыми на помост вышли мужчины. Больше всего спортсменов было представлено в весовых категориях 75 и 90 килограммов. Острая и зрелищная борьба выдалась у мужчин-ветеранов. Были даже зафиксированы случаи получения травм. Прекрасная половина человечества также продемонстрировала захватывающие поединки с применением атакующей и выжидающей тактики. Турнир по масс-рестлингу завершился на позитивной ноте. Все участники и зрители получили заряд эмоций и адреналина, а победители в весовых категориях дополнительно были награждены денежными сертификатами от организаторов соревнований. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.